өткені, үміт артқан баламағы ертеңі. Туған елдің даңқын көпке өрлетіп, гүлге бөліп, жасартамыз өлкені. Мы должны воплотить все надежды, все мечты и стремления и сны. Для того, чтобы не жить так, как прежде, новый мир мы построить должны. Қайырлы күн, қымбатты достар! Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас. В этот замечательный день в преддверии независимости Республики Казахстан мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии приема в ряды Республиканской единой детско-юношеской организации «Жас Улан» и «Жас Кыран», созданной по инициативе главы нашего государства Нурсултана Абишевича Назарбаева. К нам сегодня на торжественную линейку приехали гости. Аким села Давлет Хабидай Сибаевич, специалист акимата Кужасарова Асия Шербековна, выпускники нашей школы, ровесники независимости Республики Казахстан, Мартыненко Наталья, Иванова Вера Александровна и родители наших учащихся, а также педагоги Камыстинского района. Давайте, ребята, поприветствуем наших гостей жасулановскими аплодисментами. Жас Улан объединяет лучших учеников страны, чье стремление к знанию и творчеству не знает границ. Принятие учащихся в ряды жасулановцев является знаменательным событием для всех ребят нашей школы. Ведь жасуланец – это настоящий лидер, искренний патриот, ответственный гражданин, надежный друг. Долг нынешнего поколения – сохранить и передать потомкам святое чувство дружбы и братства, крепкий фундамент, на котором сегодня строится суверенное государство, заложено нашими первоцелинниками. Именно тогда была основана настоящая дружба между нациями и народами. Целина – сплав характеров. Они переплелись здесь воедино. Люди поднимали целину, целина поднимала людей. На месте дремавшей некогда ковыльной степи появились новые совхозы, города. Ее опоясали линии электропередач, шоссейных дорог. Земля целинная стала хлебной житницей. И все это сделали люди. Те, кто в 1954 году приехали сюда первым эшелоном. И те, кто уже родился на целине. За успехи в освоении целинных земель, создание крупной зерновой базы в стране Казахской ССР в 1956 году была награждена орденом Ленина. Свыше 40 тысяч человек награждены орденами и медалями. Познакомимся, вспомним наших первоцелинников. В нашем селе живут и трудятся дети и внуки первоцелинников. Не море ли гонит волну? Не море ли гонит волну? Не море ли гонит волну на поднятую целину, то хлеба шумит океан, в степях твоих мой Казахстан. Первоцелинники, какими они были? Пожалуй, ответ кроется в самом слове «первый». Они были первыми, кто вбил первый колышек на древней, не тронутой еще никем земле. Они первыми проложили первую борозду, собрали первый целинный урожай. Все тогда было впервые, им было трудно. Многим эти трудности оказались не по плечу. Остались самые надежные, самые крепкие, те, которые ехали строить новую жизнь. Федоров Михаил Михайлович – один из них. Приехал в Камышницкий район Михаил Михайлович в совхоз имени Пушкина в 1955 году из далекой Псковщины, когда хлеборобы только начали осваивать новые земли. Здесь и началось его становление как механизатора и хлебороба. Дорогие друзья, разрешите считать торжественную церемонию приема в ряды Республиканского общественного объединения Единой детско-юношеской организации «Жас Улан» и «Жас Кыран» открытой. Бүгінгі мектептің жас азаматтарды еліміздің нағыз патриоттары, еңбек құмар, білімге құштар,
республикалық қоғамдық бірлестігінің қатарына мектеп оқушыларының қабылдау рәсіміне арналған салтанатты жиынымызды ашық деп жариялаймыз. Школа для исполнения гимна Республики Казахстан. Равняйсь смирно.